Добрый день, дорогие наши слушатели нашего подкаста «Душевная беседа». Сегодня у нас очередной выпуск с замечательным гостем нашей студии, студия Айкуль Национальной академии Манас. И сегодня наша беседа на тему образования в целом, образования для народа, для государства, для страны. И гость нашей студии Гульмайра Малдасанова, она недавно только приехала из Италии и является стипендиатом многих международных научно-образовательных программ, как в Италии, так и в Польше, в Индии, в России. И социолог по образованию, соискатель Академии наук, да? Нет, Соискатель аспирантуры Бишкекского. Бишкекского гуманитарного университета. И тема ее диссертации — «Образование для устойчивого развития общества». Я знаю, что Гульмайрам организовывала в прошлом году в Италии дни, которые были приурочены к 130-летию нашего великого сказителя Манасчи Саякпая Каралаева. И это было организовано, инициировано вами. И у меня такой вопрос: вот проживая в Италии последние 5 лет, почему вы решили обратиться к этой теме, именно проведения 130-летия великого сказителя Манасчи Саякпая Каралаева, и как это было принято не только кыргызами, которые проживают в Италии, но и самими итальянцами? Здравствуйте, Гузак Темребековна, рада быть вашей гостьей вашей студии. Благодарю. Хочу сказать, что я член ассоциации Кыргыздеми Болония в Италии. В Болонии проживает около 50 кыргызов и обучается 17 студентов из Кыргызстана в Болонском университете. И в прошлом году мы организовали ассоциацию Кыргыздеми, чтобы помочь нашим соотечественникам в поиске жилья, работы, оказать психологическую и юридическую помощь, также способствовать сохранению, развитию нашей культуры, нашего языка между собой и в Италии. То есть распространять нашу страну, наш язык, нашу культуру в Италии. И одним из таким пунктом было, мы прибавили распространение Манаса, поскольку мы узнали, что есть Академия Манас, проводит мероприятия, приуроченные 130-летию со дня рождения Манасчи Саякпая Каралаева. И тогда тоже задумались, что мы можем на своем уровне сделать. Вы знаете, когда ты не ждешь помощи от государства или спонсоров, или от доноров, от каждый кыргыз, который считает себя кыргызами и почитает дух Манаса, и должен приложить какое-то усилие на своем уровне. И мы решили организовать День Манаса на 4 декабря. И и студенты согласились, и вся ассоциация согласилась, и итальянцам было очень интересно. Мы так интересно получилось, что мы хотели организовать это в воскресенье, потому что мы все свободны в этот день, и на это воскресенье пало до 4 декабря. И у нас никак не получалось залом. И я тогда подумала, что странно, вроде бы дух Манас — такое важное событие, и должно быть все сложиться. Потом я почувствовала, что сначала День Манаса запустится, или дух Манаса запустится здесь, в Кыргызстане, и потом оно пойдет по миру, и тогда у нас, наверное, получится. И так получилось, что мы попали на воскресенье после 4 декабря на 8 декабря. И когда здесь пошло мероприятие, нам сразу же выдали зал для Мы мероприятия. проводили форум моносоведов в Кыргызстане. Это было как раз 2-4 ноября, Да. приуроченный к Дню Манаса, да. И получается, после этого вы смогли провести мероприятие, посвященное, приуроченное к 130-летию Саякпая Каралаева. Да, и ко дню Манаса. Мгм. И включили также мы про Чунгыза Айтматова, потому что уже 12 А как декабря. итальянцы сами восприняли, и знают ли они что-то о нашем героическом эпосе Манас? Потому что для нас, для кыргызов, это как духовная ценность.
народная ценность, национальная как бы идея и смысл и стержень для государства и для каждого человека. А насколько это было интересно для итальянцев? А, Ну вот, чтобы было итальянцам понятно и интересно, мы организовали выставку фотографий и иллюстраций из эпоса «Манас», выставку фотографий Чингиза Айтматова, Саякбая Каралаева и иллюстрации из отрывок эпоса «Манас». И поставили фильм «Саякбай» на кыргызском языке, чтобы они почувствовали вот этот на слух кыргызский язык, чтобы у них пробудился интерес изучать кыргызский язык. И я была, ну, как мы надеялись, что они поймут через визуальную, такую аудиальную, вербальную языки. И им очень это понравилось. В общем, это мероприятие очень понравилось, им было понятно. Говорит, ну, основной смысл этого фильма мы поняли. Мгм. И А насколько для молодежи, современной молодежи нашей, которая обучается за границей, да, вот у нас многие из наших молодых граждан уезжают за границу, магистратуру, аспирантуру там, и так далее, насколько им близка тема Манаса, потому что, наверное, молодежь все-таки воспринимает ее по-другому. А, ну, если честно сказать, что многие не читали сам эпос «Манас». И даже вот у них хромает сюжетная линия, о чем это, как это было. И я там одну девушку спросила: давай организуем эпос «Манас», вот День Манаса. Ну, зачем? Говорит, ну вот Ханакей, знаешь. Говорит, ну Ханакей же, она такая сильная женщина. Я говорю, ты знаешь только то, что она очень сильная, но не знаю, что. Я говорю, вот к тебе задание, буклет сделай, и как раз узнаешь. И была задача в том, чтобы, подготавливаясь к этому мероприятию, они изучали вот этот эпос Манас. Там Манас, эпос, сюжетная линия, роль Ханаки, роль Манас, Семитей, Сейтек, кто что делал. И они с интересом изучали, делали. У них целая такая единый такой стиль выработался вот подготовки буклетов, презентаций, фотографий. Ну, по группам они разделились, и они были очень довольны и сказали, что на мероприятии они почувствовали вот связь с домом, связь с родиной, что их до глубины души трогает, это вдохновляет их, и они были очень рады, благодарны. Да, а почему именно тема Саякбая Каралаева лично вас затронула? Чем она его затронула? Чем она вас вот затронула, да? И насколько вы, а, ну, как представитель, наверное, молодого поколения, а, осознаете вот эту связь с вашими корнями, с Манасом, и как вы можете объяснить это как социолог? Ну я же Сысыкуля сама. И думаю, с Сысыкуля вышел такой знатный человек. И думаю, наверное, я просто обязана почтить память такого человека, как выходец из одного региона, да, в этом плане. Ну, вообще, я закончила кыргызскую школу. И в кыргызской школе нам всегда говорили про величие, про важность Манаса, но глубоко же не говорят. Потом в университете тоже говорят про величие, про глубину Манаса, но в чем его величие и как это величие может помочь тебе в повседневной жизни, вот эта сторона как раз-таки не раскрывается. И другая сторона, вот никто не рассказывает сюжетную линию, во-первых. Мы знаем, что Манас родился, боролся, женился на Ханаке, потом пошел на поход и погиб, да? И развелись, ну, потом родились Семетей, Сейтек. И еще мы все знаем, что Ханаке жена Манаса, но что она делала, как она была женой, мы не знаем. Эта тема вот не раскрыта в системе образования. И когда я стала аспирантом, как раз таки встретилась с вами, и вы более глубоко и более многогранно вот раскрыли эпос Манас, его значение. Э, Ну, например, есть много... Как его в жизни применять? Ну, например, в чем смысл того, что Канаке участвовала в скачках? Тайторун Чаваши, да? Для чего это применялось? И какой духовный знак она словила,
и к чему это привело, вообще к чему этого Семетея готовила. А, и еще один человек, мне коллега рассказывал, что а, Канекей была очень важной фигурой в плане того, что она вот умела шить, готовить и готовить медицину, лечить Манаса. Никто это, ну, как бы не раскрывается. И что у Канекей есть способности, как предвидеть, предчувствовать, Предчувствовать. предсказывать. Какие-то магические у нее были качества, эти тоже вещи не раскрываются. Потом мы все, когда говорим Саакбай Каралаев, говорим, что да, он монастырь одаренный, а в чем смысл его дара? Это в том, что ну, он входил в транс, и вот эти трансовые состояния у нас же отрицаются же. И когда говоришь монастырь или аканчи, то они принимаются. А когда говоришь трансовые состояния, они отрицаются. То есть вот есть такие культурные кодовые слова, которые точно хорошо заходят и принимаются кыргызами. Мгм. И Какие культурные коды вы бы отметили бы? ну, какие культурные коды я бы отметила, это из-за того, что у нас вот демократия, Советский Союз был, и многие культурные коды у нас как бы исказились. Вообще вот тенгерчилик, вот умайчылык, кыргызчылык, манасчылык, ну, вот шаманизм, вот это есть основные культурные коды. И вот я обучалась в нескольких странах и разные духовные практики изучала, смотрела, чтобы понять, как их духовная система выстроена, и применяла на себе. Но вот все равно вот эти вещи, которые я отметила, тенгерчилик, кыргызча, манасчылык, это то, что дает вот стержень, ну, такой стержень и включает тебя вот в свою природу, я бы так Мгм. сказала. Как будто ты встаешь в свой эпицентр и становишься самим собой, и естественным образом появляется твоя энергия и выстраивается вокруг тебя жизнь. А остальное как приложение. То есть твои духовные культурные коды являются основой устойчивого развития. Да, да. И можно ли это назвать как бы основой образования тогда? Да, можно это назвать, потому что культура и искусство через традиции, через то, что мы воспитываемся. Если разделить, вот, грубо говоря, историю кыргызов, то она разделяется на 3 этапа больших, таких Мгм. понятных нам: Мгм. традиционная, советская и демократическая, да. Мгм. И вот в традиционном обществе традиционная система образования или так этнопсихология, этнообразование воспитывала через народное устное творчество, через ритуалы и Фольклор. обряды, через вот культуру кого? Народных дочерей, народных сыновей, которые служили интересам общества. Вот. А в Советском Союзе через советская система образования, уже через науку, так, через традиционное образование они воспитывали советского человека, который строил Советский Союз. Это уже другая А сейчас, да? А система, сейчас что политика. происходит? То есть, сейчас мы перешли в демократический Кыргызстан, и демократическая система образования больше ориентирована на развитие экономики на рыночной основе и привита западной культурой. А, и западная Насколько эти культура, западные ценности подходят нашей природе, кыргызской природе? Ну, вот как науковед, как социолог, что ну вы вот, можете сказать? мы, кыргызы, более коллективный народ. Мы ориентированы на коллективное мнение, на коллективное благополучие. Каждый человек должен служить этому коллективу, и этот коллектив тебя и поддерживает. В принципе, мы живем так, проще говоря, для родителей, для рода, для народа, и поэтому нам очень важно их мнение, их ценности. А западные, они больше ориентированы на индивидуализм, то есть их личный комфорт, их личное мнение, их личная энергия и время, она более ценна. И
Там каждый человек, вот даже когда в другие страны едешь, именно в западном, там таки чувствуют, что в каждом человеке заложен индивидуализм, и они должны вот стремятся к этот индивидуализм проявить. У них в ДНК так заложено. А у нас коллективизм. У нас вот все равно мы должны думать о других. Ну, это вот родовое. Это вот родовое. И как это сейчас как бы сбалансировать? Потому что насколько это правильно в современное время, вот Мгм. нынешней ситуации, и стоит ли идти в индивидуализм Мгм. или оставаться вот в нашей такой генетически заложенной программе коллективного труда? Ну, сейчас нужно меняться и нам, восточным людям, и западным людям, потому что у нас уже как бы заложена вот эта жертвенность, личная жертвенность, которая уже как бы не нужна, да, а у них заложен эгоизм. И вот эта жертвенность и эгоизм нужно балансировать. Чем? А, ну, это повышать осознанность, я думаю. Ну, смотрите, вот есть жертвенность, да, она, наверное, тоже каким-то образом связана с географической детерминантой проживающего вот народа. Допустим, мы кочевники, да, Мгм. в одиночку справиться с вот такими моментами, которые там стоят перед тобой, в принципе, нелегко. Мгм. И сейчас, в принципе же, идет такой кризис самой системы образования, потому что, ну, и нынешнее образование, которое и советское, и государственное, и там западное, американское, оно же тоже как бы не дает ответа на твои вызовы. И Мгм. вот в этот такой кризисный трансформационный период, что является точкой опоры, которая может перевернуть тебя и весь мир, и к какой основе мы должны прийти? Сложный философский вопрос. Сложный философский вопрос. Основой всегда являются наши традиционные корни. Как раз и наши традиционные корни, вот это ДНК заложен в эпосе Манас. Ну вот в ДНК у нас заложена жертвенность. Да. Вот Ну что вот, делать с этим? И если этой жертвенности не будет, вот у меня для себя самой этот вопрос мгм. стоит. Если мы откажемся от этой внутренней вот этой жертвенности, служения, Что вот останется, этого да? коллективизма, взаимопомощи, взаимопонимания, взаимовыручки, вот этого вот единства, если мы все будем просто думать о самих себе, да, а, сможем ли мы, ну, как бы перейти на другой уровень? Меня вот этот вопрос себя лично волнует, да. Насколько программа жертвенности должно быть, ну, как бы изменено, Мгм. и правильно ли это? И М. если правильно, почему? А если неправильно, то почему? Вот есть у Вернадского ноосферное общество, ноосферное образование, когда биосфера Земли переходит в ноосферу, то есть в разумный. Основа этой концепции является то, что человек, общество, природа и космос, они едины и неразрывны, и должны вот вместе идти, эволюционироваться. То есть человек должен участвовать в эволюции Земли. И вот в этом плане нужно в человеке развивать вот это видение, креативность и логическую, и интуитивную часть. Мгм. И есть духовные законы, которые универсальны и для западного, и для восточного народов. Это как нравственные ценности, Да, это вот нравственно-этические нравственно. принципы, которые заложены, они заложены и в нашем эпосе Манас, и поэтому, наверное, они и как бы возвращают нас к своим истокам, Да. к себе. Это вот так получается или что-то по-другому? Все-таки вот насчет жертвенности у меня вопрос есть. Если мы все только будем о себе думать, не придем ли мы обратно к кризису? Или нужно найти какую-то середину, Нужно где найти. есть коллективизм и где есть
такое личное пространство или личное развитие? Нужно прийти к середине, и вот к этому, как прийти, такой вопрос, и какой система должно быть образование, и кто должен обучать этих людей. Вот этот вопрос и стоит перед системой образования. А вы как социолог, как вы считаете? Это же ваша диссертация, которую вы уже на подходе к защите, да? Да, ам, я думаю, что вот концепция устойчивого развития, она поставила во главе угла, что социальные процессы, природа и экология должны быть гармоничными. Нужно еще один компонент добавить, как духовность, духовные нравственные ценности, и которые вот регулируют э, вот эти процессы. Мгм. И есть такое понятие, как дух и душа. Мгм. Вот их нужно и развивать. Как это развивается? Вот это и происходит, в принципе, естественным образом. Вот в человеке есть 5 потребностей. Первое — это на уровне клеточном, да, потребности безопасности. Потом на уровне растительного мира — это потребность там желаний. Э, Потом на уровне животного, то есть территории, власть, ресурсы. И на уровне человека, то есть человек хочет познать мир. И 5-й уровень — это познание высшего смысла жизни. То есть когда человек активируется душа и дух, и он находится в поисках Бога. И, и в этот момент именно вот это, как бы вот этот уровень как раз таки способствует человеку держать баланс между эгоизмом и жертвенностью. Проще говоря, это как слышать свою душу, Да, следовать душе, жить в следовать. любви и в гармонии с собой и с миром. Да, но есть еще такое понятие, как всегда ли нужно следовать душе. Есть же душевно больные, такие тоже понятия есть. И вот, вот это, вот у кыргызов же есть вот это видение, Мгм. хорошее видение. Даже если ты обманываешь, он сердцем чувствует, что ты врешь, да. Если Мгм. даже логика говорит правду. Вот это видение, интуиция, логика, она должна работать вместе. Мгм. И когда мы говорим про душу, мы отрицаем еще про тело, про разум, про дух. И вот эти вещи должны объединяться, когда человек и согласно душе, согласно духа, согласно разуму, согласно тела и живет, приходит к одному единству. Мгм. Хорошо. И все-таки, насколько вот духовные ценности, которые заложены, допустим, в нашем эпосе Манас и вообще в наших традиционных верованиях, в нашем воспитании, морали, да, а, актуальны на сегодняшний день, Мгм. актуальны для молодежи, особенно для молодежи, которая все-таки решила жить за границей. Вот вы же решили жить за границей. Мгм. И вот причина, почему вы уехали, и как бы, ну, наверное, уехали для того, чтобы там была лучшая жизнь, другая жизнь. И вот эти корни вам помогают или не помогают? И если вы уехали, допустим, жить и остаться там, то насколько то воспитание, которое было дано здесь, помогает обрести себя, найти свое место в другой стране? М, Вот у человека есть 3 источника силы по родовой линии, да, там род матери, род отца и древо рода. И вот те, которые обычно даже говорят, что мы уезжаем, и там иногда большего успеха добиваемся там. И обычно мы уезжаем в те страны, где у нас уже были какие-то корни. То есть древо души — это те реинкарнации, которые были в нашей прошлой жизни. А, И вот наш род всегда нас питает, дает нам силу.
И чем сильнее наша связь с родом, тем мы устойчивые здесь и там, я бы так сказала бы. И это Мгм. такая невидимая сила, которая всегда нас защищает. А, Но сейчас же большинство, вот как я вижу, допустим, молодежи уезжает для того, чтобы уехать и как бы навсегда а, Там остаться. остаться там. Получается, это как бы внутренний отказ, что ли, от своего начала. Своего начала. И Ну, это, в принципе, практически 90% молодежи. Так она уезжает. Она не собирается возвращаться, она не собирается что-то делать обратно для страны или для народа, государства. мгм. М, ну, во-первых, это модная тенденция же еще пошла. Мы очень, кыргызы, подвержены вот этим тенденциям, и все уезжают за лучшей жизнью, за лучшей системой образования, которая поможет им делать более успешную карьеру. И можно ли сделать успешную, вы же хотите сказать, можно ли успешную карьеру сделать, отрываясь от своих корней? Да, отрываясь от своих корней, но и в целом получается, что он как бы отъезд такой, как будто бы отрывают из сердца свою жизнь Мгм. и уезжают. И это, в принципе, делает огромное количество образованной и элиты, и интеллигенции. И все мечтают, допустим, мальчик, девочка в школе учатся, они изучают английский язык для того, чтобы навсегда уехать из страны. Мгм. Ну, у всех одно желание — жить в более благополучных экономических условиях, быть материально-финансово обеспеченным. И все другие страны, как Дубай или Америка или Европа, всегда показывают, что это у них возможно. И образование как раз таки мост, чтобы перейти туда. И, но, однако, я хочу сказать, что любое экономическое, материальное благополучие появляется в первую очередь, когда у тебя есть сильные связи со своим родом и народом, именно вот этой духовной частью. Потому что она дает тебе невидимую силу. Но вот как ты эту силу потом используешь, это уже другой вопрос, который как раз-таки хорошо логически объясняет вот эти западные страны. У них же все-таки хорошо вот поставлена система образования, профессионализм, вот, дисциплина, пунктуальность, карьерный рост. А, И а, вот в этом плане они вот эту, которой здесь не хватает, они там Логичность, дорабатывают. структурность, системность, Да, вот наверное, да? логичность, Практичность. практичность, системно обучаться, системно работать, вот идти к логическому результату, потом наработать свою личную энергию. То есть здесь можно еще за счет рода, родовых связей многие вопросы решить, да? А там уже нету никого. Тебе, ну, с нуля ты начинаешь связи, авторитет, репутацию, рекомендации. И там они учатся вот учиться и учатся работать. Мгм. Вот в этом То есть плане, учиться. да, учиться, учиться, учиться работать. Этому тоже Мгм. надо То есть учиться. получается, что у нас нет культуры учебы и культуры труда. Так получается? Да, получается так, потому что а, То есть причина нашей экономической нестабильности и как бы ну, не лучших экономических результатов в том, что мы не имеем правильную культуру труда и правильную культуру учебы. да, Так? еще не выполняем домашние задания. Мы же основа успешной учебы и карьеры — это в том, что ты дома выполняешь домашнее задание. Усидчивость. Усидчивость. Усидчиво учишь, настойчиво добиваешься чего-то. Даже любой умный, гениальный, хоть ты талантливый, хоть ты какой из семьи не был бы, какие у тебя связи не были бы, но если у тебя нет усидчивости и настойчивости, то маловероятны Но твои мы же успехи. кочевники. Мы же не можем сидеть все время на одном месте. Это как бы ДНК тоже влияет, наверное. Ам, ДНК влияет.
ДНК всегда влияет. Ну ДНК почему? Вот, всегда допустим, влияет. если взять студентов или молодежь в тех странах, где была оседлая жизнь, да, Ага. веками, М. ну, допустим, тоже Индия, да, или там оседлые государства, у них и усидчивость же наработана тысячелетиями, а у нас наработано кочевье тысячелетиями. Вот Мгм. где тогда наше образование и усидчивость или результативность, Ну вот эффективность? кочевая ДНК проявляется в том, что они же переезжают из этой страны в другой стране, из другой в другой стране. Смотрите, мы же кочевали для того, чтобы поменять. Мы кочевали в первую очередь за ресурсами же. Мы не просто кочевали. То есть зима, лето, осень меняется. Здесь есть пастбище, все, мы это используем, мы уходим. А это пастбище, пока нас нет, оно восстанавливается. Мы идем туда, там получаем ресурсы. Мы идем туда, там получаем ресурсы. И сейчас образование это же тоже ресурс, ресурс нового времени. И вот этот ресурс, значит, в этих западных американских университетах, школах лучше, по крайней мере, как они рекламируют. И Мгм. вот они и едут туда. Мгм. А в чем ресурс лучше? Вот как бы только лишь материально, или же это еще и какие-то другие возможности представляет? Потому что, а, как я вижу, молодежь, которая уехала, ну, допустим, уехали сразу после школы или поехали там на учебу в магистратуру или на исследования какие-то, у них все равно разные уровни вхождения в культуры в этих стран. Мгм. И те, которые уехали очень рано, они как будто бы теряются совсем, Мгм. потому что они не были рождены вот как европейцы и не проживали их этап роста. И получается, что теряется и здесь, и теряется и там. У меня Мгм. лично, как мой опыт показывает, мой опыт Мгм. диссертации, исследования молодежи в разных странах. Они теряются и там, и здесь. М, Ну, знаете, они и здесь теряются. Вот я хожу, смотрю на эту молодежь, вся же влияет социальные сети. Они многому и там учатся. Вот когда смотришь, раньше, когда смотришь на кыргызского парня или девушку, ты всегда видела парня кыргызского, девушку или парня, да. А сейчас видишь и мусульманское влияние, и западное влияние, и китайское влияние, и корейское влияние. И они, я бы даже сказала, что они, находясь здесь, тоже себя теряют. Мгм. И тогда какое решение? Какое решение? Ам, Решение сказать, в чем основа вот кыргызов. Вот это нужно и внедрять, постоянно и популяризировать и показывать, в чем сила. Мгм. То А есть мы говорим, по-вашему, в чем сила кыргызского народа? в чем сила нашего кыргызского народа? Язык, а, любовь к природе, любовь к народу, а, манас. Что еще у нас есть? Ну, в основном вот это. Любовь к природе, любовь к народу, ну, получается, роду, да, и эпос Манас. И вот это вот ценности, которые у нас есть, как ее доступно передать молодому поколению. Эпос Манас как доступно Ну, передать? в любом случае, и не только эпос Манас, ведь эпос Манас — это полное как бы Вот, сбор всех наших знаний, мгм. и все наши культурные коды находятся именно в эпосе. Ну вот вы, Гульзат Эджи, у вас хорошо же получается раскрывать кыргызчылык, вот эту ценность и духовность передавать, ам, вот именно значение передавать, вот в чем сила. Что у нас, хоть мы маленькая страна, мы маленький народ, но у нас есть вот эта духовная сила, которая нас может защитить. И, и это находится в наших традициях, нашей культуре. Короче, с ваших слов это очень хорошо звучит и как-то хорошо заходит.
Нет, но есть же молодежь, вот, допустим, 16 лет, да, Ага. 12 лет, 15 лет, 25 лет. То есть вот объяснить, не объясняя, вот Объяснить, не объясняя. объяснить, не объясняя, что это есть твоя сила. Мгм. Ну, Где щас бы ты ни находился. Вот, допустим, песни, одна песня Мирбека Атабека, вот «Мурас», м, да, она же сделана там современными технологиями, там игры, да, вот эти компьютерные игры, там мальчик побеждает, там что-то он растет, растет, растет. Вроде бы он поет, песня там 3 минуты, но в этой песне заложена традиция, заложены все вот эти, это просто, мгм. и как он сможет победить все это и на современном языке. И Ну, получается, что буквально в 3 минутах он воспитывает целое поколение и в то же время и пробуждает дух. получается, современные ритмы и технологии нужно использовать. Сейчас же вот корейские доромы хорошо же воспитывают молодежь. Вот Мгм. эти группа. э, Нужно такие технологии, значит, применять. То есть Социальные современное сети, поколение, оно не воспринимает большие тексты, да, большие тексты, большие книги, большие книги не воспринимают. длинные умозаключения. Им нужно на уровне чего? Вибрации давать? Или на уровне интуиции? Ну, у меня хорошо получается на уровне вибраций передавать, но, наверное, а, на уровне визуальных Эффектов. эффектов. То есть это должны быть Фильмы, какие-то фильмы, фильмы, мультфильмы, мультфильмы, клипы, клипы, фотографии, фотографии, да, визуал. да, музыка. Визуал, Вот музыка, музыка всегда хорошо заходит. музыка. Мгм. А, Но вы знаете, мы это можем, как бы вот вы хотите, не объясняя, передать, да, объяснить. Но однако это одна часть тебя примет это, но есть же еще другая часть. То есть на уровне духа, на уровне души можно это принять. Но Но на уровне, объяснение да, должно быть. да, на уровне тела нужно объяснить. Все-таки пойдешь в горы или выпьешь шарпот, ты выстроишь, ты будешь энергичным. Или там не надо ходить в фитнес-зал 24 часа в сутки, как американцы ходят и пьют эти порошки вот такие вот пьют. Мгм. И все-таки на уровне головы тоже нужно объяснять. Наука, интеллигенция и образование, система, она должна объяснять, в чем вот величие а, эпоса Манас, да, или в чем мы сильны кыргызы. То есть на интеллектуальном уровне тоже должны объяснять. Иначе получается, что на уровне души мы кыргызы, а на уровне головы мы западные люди, и на уровне духа мы мусульмане, получается. Да, Африканские. а на Бейонсе. уровне тела мы будем Бейонсе, латиноамериканцы. Мы же все так хотим танцевать Да, сейчас, получается правильно? так. Быть такими энергичными. Так, и тогда, чтобы общество наше, кыргызское, вернулось к своим, там, не знаю, к себе, приняло себя и имело какое-то устойчивое современное развитие, какие бы конкретные ключевые действия вы бы, ну, как бы порекомендовали? 3 ключевых действия. Ам, Три ключевых действия, чтобы они, ну, всегда вот заниматься родовыми практиками, все-таки изучать культуру свою и чужую. Все равно надо быть мировые культуры, мировые языки все равно надо изучать. И третье это все-таки задаваться таким смыслом, зачем я живу в этой жизни. Каждому человеку, наверное. Мгм. Зачем, в Это чем смысл? второе. Да. Третье. Третье это все-таки нарабатывать дисциплину обучения и работы. Мгм. Дисциплина должна быть, воля. А как же таланты? Вот дисциплина помогает раскрывать таланты. Ну вот Мгм. смотрите, даже если человек талантливый, или даже он гениальный, но если он дисциплинарно не учится, не проводит исследования или не работает, ну, не получится у него результат. Мгм.
То есть даже для гениального, талантливого человека нужна дисциплина, трудолюбие, Трудолюбие, честность, честность. умение ставить сроки, цели, задачи и приходить к результату. Да, Учитывая свои культурные особенности, традиции, особенности народа, мораль и этику рода да. и государства, да, получается. И тогда в чем же роль Манаса? Ну, роль Манаса, он же как культурный код, все сохраняет, все содержит. Вот я тоже выиграла вот эти книги, трилогии Манаса. А, вот все говорят, что там есть вот сакральный смысл, сакральная сила, да, ну как его раскрыть? Ну тогда изучай его, да. А, я бы вот хотела бы создать молодежный клуб, пригласить вот всю молодежь, которая, да, и людей, которые хотят изучать этот манас. Вот вместе вот прочитать вот этот том. Смогут ли, хватит ли терпения, усидчивости, трудолюбия. И для чего? Для того, Сколько человек зайдет и да, сколько человек останется, да? да, сколько человек зайдет, Дойдет сколько до человек. конца, да? До Да, финала. да, и Трехтомника. трехтомника. Ну, давайте с первого тома начнем, да. И первое, чтобы знать сюжетную линию, это, наверное, обязанность каждого кыргыза, да, на первом уровне, знать сюжетную линию. Второй уровень, вот говорят, что есть сакральная сила, то тогда сакральная сила должна раскрывать твое творчество или твой талант, да. Давайте вот раскроемся, будем талантливыми. Согласно таланта будем развивать свое дело и согласно этого поднимать вместе экономику. Так получается. Мы же все хотим быть миллионерами, бизнесменами, богатыми, Красивыми, красивыми. счастливыми. А как это получается? То надо работать. Как это западные страны, Италия, например, делает? Потому что они работали. И вот этот магазин они из поколения в поколение передавали. То есть это было как родовое дело. Это было как родовое дело, и это родовое дело. Ну вот, например, этот стол, суть-то стол, но этот стол же, согласно времени, трансформируется, материалы, дизайны, там, стиль. Но всегда остается стол, и этот род всегда производит стол и продает на уровне 5-го поколения. И они мастера этого дела. То есть стать мастером своего дела, Да. согласно предназначения рода, Мгм. для своего рода, Своего рода. и потом уже ставить из этого дела рода там, предпринимательство, бизнес и достигать успеха. Да, Так получается. получается так. Мгм. Вот. И еще одно. А, Вот я социолог, я изучаю этот моназ с точки зрения социологии. То есть почему она не раскрыт, этот моназ значение? Потому что никто его не изучал же. Как тогда его раскрыть смысл? Давайте я как социолог буду с социологической точки зрения изучать этот моназ. Вы как политолог с политологической стороны, вы как экономист с экономической, вы как медик с медицинской стороны изучаете. Там же есть в монасе очень много вещей про медицину, да? И вот, оказывается, есть. Давайте, нет, мне тоже интересно какой-нибудь, если медик расскажет, вот это там медицинские там подходы из эпоса Манас, я с удовольствием послушаю. Психология, пожалуйста, культурология, дизайн. Это же интересно. Вот тогда получается вместе коллективно мы с разных точек зрения и раскроем этот эпос Манас. Наверное, это коллективное дело все-таки. Все-таки коллективное дело получается. Мы не можем индивидуально решить, Да, один получается. человек, ну просто один человек, как стержневой, вот Саакбай Каралаев это рассказывал, через себя нес, да. И, конечно, есть другие малые монастыри. Один человек стержневой эпицентром должен быть, всегда должен быть эпицентр. Но вот теперь наша задача, я бы так сказала бы, наша задача, то есть задача нашего поколения, то тогда уже раскрывать этот монас на уровне науки. Народ же тоже должен из традиционной науки там, научную науку перерасти. И тогда давайте вот так его изучать. Если мы вот все-таки молодежь, я хотела бы отметить ту часть, которая отрицает вот эти
правильные или хорошие стороны нашего народа, да? Вот все-таки есть те, которые гордятся, что мы кыргызы, а М, есть те, которые все-таки стыдятся, может быть, Стыдятся. и отрицают это, да? А вот как итальянцы относятся к кыргызам? И есть ли какие-либо, может быть, мысли итальянских, может, ученых, деятелей о нас, о нашей стране, о нашей культуре, о нашей жизни, о наших особенностях? Ну, большинство итальянцев нас не знают. Мгм. Всегда нас путают с Курдистаном. У нас же еще Кыргызстан же, Мгм. Курдистан, потом Казахстан. Всегда вот Казахстан, потому что просто на географической карте она большая страна, а Мгм. мы маленькие еще рядом. И потом по звучанию всегда Курдистан с этим нас путают. Потом, когда объясняешь, рассказываешь, так интересно, горы, обязательно они посмотрят по интернету, прям все изучат, вот это, что у них интересная особенность есть. А, Есть, конечно, итальянцы, которые знают нас, которые уже Мгм. были прям, Мгм. и очень понравилась наша страна, и прям к тебе чувствуют лояльность, помогает тебе Мгм. из-за этого. Мгм. Есть, в Италии был один гений, философ, поэт Мгм. Джакомо Леопарди, это гений XIX века. То Мгм. есть, если сравнительно, это итальянский Пушкин. Мгм. Вот он упоминал, читал, изучал, оказывается, на свое время. И ему очень нравилось вот это кыргызское, номадское, кочевой образ жизни. И когда его друзья спросили: «Вот ты все время несчастный, все время недовольный, вот что ты хочешь, как ты Мгм. хочешь жить?» Мгм. Он сказал: «Я хочу жить как кыргызы». А кто М. это? Мгм. Говорит: «Это люди живут в Азии, они Мгм. номады, живут свободно, вот я хочу, как они, жить». Есть Мгм. вот фильм про него, «Великий гений». И он есть такой короткий момент, который она нас упоминает. Мгм. И вот в этом году вот моя тетя вот случайно вот смотрела этот фильм, она увидела именно вот этот момент. Мгм. Есть такие. а, Получается, что свободолюбивый дух кыргызского народа восхищает великих мыслителей, поэтов и философов Италии. Гениальных причем. да, И этот дух нам нужно сохранить и объяснить. Вы хотите, чтобы это было объяснено, почему нам нравится это, да? И как бы поставить ее как, не знаю, как, ну, обозначить ее как наш стержень. дух свободы, Дух свободы, свободолюбивый, свободолюбие. горный народ, да? Да, но еще вот свобода должна быть на уровне души, на уровне тела, экономическая свобода, да, на уровне духа, на уровне сознания. То есть у нас свое сознание должно быть. Мы же сейчас переходим на западное сознание, на арабское, мусульманское сознание. Теперь у нас идет китайское, корейское, японское сознание. И это все хорошо невидимыми, видимыми инструментами передаются. Мгм. Хорошо. А каково должно быть кыргызское сознание тогда? Ну, кыргызское сознание, вообще нам нужно поднять свою самооценку, наверное, кыргызская. Вот всегда вот, ну я в кыргызской школе училась, всегда нам сравнивали с некоторыми другими странами и народами, и почему-то всегда они были лучше, чем нас. Потом я смотрю, и в обществе такое мнение Ну, складывается. это в целом о кочевниках же такое сложено Да, мнение. кстати, да, да, вот. И откуда это появилось? Вот есть оседлые цивилизации, кочевнические цивилизации. И они же, оседлые, считают себя цивилизацией, там, Мгм. культурными, а на самом деле это Развитыми. развитыми, а на самом деле это была такая политика, чтобы себя в лучшем свете вывести, да. И на самом деле, оказывается, так сказать, согласно законам природы, мы более цивильнее оказались, чем мы, Мгм. кочевники, оказались более цивильнее. Почему? Потому что мы сохраняем вот эту Экосистем. экосистему, да. Целостность. Вот. Как Целостность. определяется это, то есть экосистема, отношение к экосистеме? Мгм. Казалось, что Понятно. так.
Хорошо, благодарю. Я думаю, что была такая очень интересная, насыщенная у нас беседа с Гульмайрам. Она у нас аспирант кафедры социологии Бишкекского гуманитарного университета, стипендиат программы Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Республики Италия и исследует тему образования для устойчивого развития общества. Гульмайрам, благодарю за интересную беседу. И я надеюсь, что нашим слушателям была сегодняшняя наша беседа действительно душевная и смогла дать ориентиры для раскрытия своего устойчивого развития. Спасибо за приглашение. Всего доброго!